Первый объект, который посетил президент – асфальтовый завод в Бабушаре. На его территории обнаружена майнинговая ферма, которая к моменту приезда главы государства не работала. Однако, по словам начальника Гулрыкской районной милиции, ферму отключали уже 4 раза, и она вновь подключалась. Здесь установлено около 300 аппаратов. Президент спросил у главы села, кто является хозяином, но тот не смог ответить. Аслам Жани поручил заместителю главы администрации президента Джансу Хунанбе разобраться, как на территории государственного предприятия вопреки запрету действует криптоферма. При этом некоторые руководители и начальники районной милиции и отдела службы госбезопасности уже на месте получили от главы государства строгие выговоры, а глава села Бабушара освобожден от занимаемой должности. Президент поручил немедленно демонтировать данную майнинговую ферму. Еще раз это повторится в селе или в районе. Распрощаемся. Не надо себе говорить, что вы беспомощные. Проводы отрезали, усту, сломать все, разнести. Ясно все? Лично сами займетесь этим. Милиционер, энергетик, и будете это контролировать. И сегодня все демонтировать. Затем президент Аслам Жани выехал в Ачимчиру. На окраине города, на территории бывшей чайной фабрики, обнаружена майнинговая ферма. Здесь установлено 1900 аппаратов по добыче криптовалют и 4 трансформатора мощностью по 1 мегаватт каждый. Начальник районной милиции Ливан Ахуба доложил, что ферма была обнаружена 3 дня назад и опечатана. Сутки у вас есть, все демонтируете, разобьете, сломаете и сложите вот эти вот конструкции. Хозяева продукты заберут. А кто хозяева? Хозяин Гогия Давид Тарович. Кто такой Гогия Давид Тарович? Ну, молодой парень с города. Аслам Жани поручил районному отделу службы госбезопасности установить реальных владельцев майнинговой фермы. Президент подчеркнул, что если среди них окажутся госслужащие, то они немедленно будут освобождены от занимаемых должностей. При этом, как отметил Аслам Жани, из-за низкого напряжения в сети в больницах часто выходит из строя оборудование. Не хватает напряжения, не хватает нагрузки. Лифты не работают, пожилые люди мерзнут. Это проблема по всей Абхазии. Какое-то количество людей с Изхара Амлаз с Бумпиз Абартирихкана бриза глаз хашо. Избан аваз харгом царакую бризахан. Шашзо эрата почу. Шизимяю эрбен проблему. Обрема шизимяю. Пока руководители получаете предупреждение, начальник милиции, начальник СКБ и прокурор. Потом будет выговор или увольнение, если еще раз такое повторится. В течение 3 суток обойдете крупные объекты в районе, все объекты обойдете и демонтируете руками тех, кто поставил. Куда хотят, пусть собирают. Кроме тех случаев, если у них есть какие-то документы, разрешения, технические условия, и то на время перетока они это право вести не имеют. Без исключения. Я сюда приехал не для того, чтобы раздать выговоры. Обстоятельства меня вынудили сюда приехать, которые складываются у нас в стране. Нам, у людей, складывается впечатление, что мы не можем вот эту проблему одолеть. Хазыпсой усанабхагара. А винткар имчира зыпсой обреза проблема асемиавезер. Хасаяйцум исполнитель причина по азарабха, вазв и напалоп, еги курочку кявует, еги ценха, ава. Я об этой картина оба братья. Закрыли страницу. Эта тема в нелегальном виде перспектив иметь не будет. Лукав, если когда-то будет принято решение, это уже другой разговор. Законный, незаконный вид деятельности. Вымышкызни алар, выхазу. Яха, эта деятельность перспектив иметь не будет. Вы эту задачу решите. Президент поручил соответствующим органам объездить все районы и до понедельника демонтировать криптофермы. Алика Трапш, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.